Теперь им уже не нужно отвечать на вопросы, тестирование позади. Сегодня участники Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства собрались вместе, чтобы узнать, кто получил заветные призовые места и достоин права представлять не только университет, но и Ингушетию на федеральном уровне. Это те люди, которых мы приглашаем принять участие в федеральном этапе, где вы поборетесь уже за главные призы. Это призовой фонд в 130 тысяч рублей. Очень большой призовой фонд в этом году, и мы надеемся, что наши представители смогут забрать свое на одном из первых мест. И вот кульминационный момент, объявляют победителя. Это был человек, который спрашивал до проведения Олимпиады все подробности, изучал список литературы и действительно подготовился к Олимпиаде. Раян, поздравляем тебя. Раян, ты молодец. Начнем на самом деле отрадно, что все первые 3 места получили наши представители прекрасного пола, но, ребята, вы тоже подтягивайтесь. Все победители, впрочем, как и участники Олимпиады, а их около 40 человек, студенты экономического факультета ИНГУ. Заслуженное 2-е место получила студентка 2-го курса Ириза Мержоева. Эта Олимпиада для нее первая, от участия ждала больше опыта, чем победного результата. Мне вообще про Олимпиаду рассказал наш декан Муса Шамсудинович, и я решила, почему бы не принять участие, и не прогадала. Было интересно, и я рада, что приняла участие в этой Олимпиаде. Скоро федеральный уровень. Как собираешься готовиться к этому? Нам подарили книги, и по этой книге я буду готовиться. Хочу представить наш университет на федеральном уровне, занять место, возможно, первое, надеюсь, подготовлюсь, и завести новые знакомства, обменяться навыками, получить знания, и так далее. Традиционно студенческая олимпиада проходит в 2 этапа – региональный и федеральный. В этом году первый прошел с 15 февраля по 1 апреля. На протяжении 3 часов студенты не просто решали тесты, но и работали с историческими источниками и терминами. Тестирование включало 50 вопросов, а также эссе по истории и экономике страны. И в истории российского предпринимательства именно купцы, промышленники, меценаты, они развивали города, стояли у истоков развития социальной и транспортной инфраструктуры, осваивали новые территории. И благодаря именно их жизненной такой активной позиции, созидательной энергии, стремлению к обучению и познаванию нового, сегодня Россия стала одной из мировых держав. И наш проект призван сегодня придать истинную, описанной ценности российского предпринимательства в развитии нашей страны. В Ингушетии организаторами акции выступили «Деловая Россия» совместно с АО «Почта Банк». Теперь у студентов появится возможность не только пройти практику в стенах банка, но и трудоустроиться после окончания университета. Единственное, надо учиться. Учиться надо всем. Но я на вас смотрю, действительно, и горд, что у нас такая классная молодежь, и думаю, что у нас все будет хорошо. Всероссийская олимпиада проходит не в первый раз. Наш регион присоединился к ней совсем недавно. Главная цель – сохранить историческую память о российских предпринимателях, которые внесли свой вклад в развитие государства. На самом деле, вот эта олимпиада, которая проводится уже 10-й раз на базе Ингушского госуниверситета, 3-й раз, наши студенты очень заинтересованно, очень ответственно подходят к этому мероприятию. Вот в этом году у нас 42 участника было, и вот 3 победителя. Повышаются все компетентные подходы к процессу изучения предпринимательской деятельности. А это очень важно в нынешней рыночной экономике, потому что каждый человек делает сам себя. Финал Всероссийской олимпиады пройдет на базе Московского государственного университета уже 25 апреля. Хава Гагиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.